Такого вы принимаете как личный вызов к себе, и как дальше будет складываться ваши взаимоотношения? Ну, я вам скажу, личного ничего не было, пока он не организовал, не убил моего брата, депутата парламента Кыргызской республики, моего младшего брата Кылычбека Абдумаликовича. Вот с того момента стал, можно сказать, что личное. Мендель Валерьевич Морла, Филипп, может, достойный соперник. Он вообще не достойный соперник. Да. Он меня разочаровал вообще. Ну, если он такой трусливый человек, как он может править страной? Премьер-министр сам сел, да? Он не мог встретиться, вы все сами видели это. Мы ждали, там неделя сел, он не пришел. Он игнорировал Тихонов. Ну да, личный счет и будет с ними. В качестве доказательства того, что премьер-министр причастен к убийству его брата, Рыспек отметил, что за день до трагедии помощник Кулова Джаныбек Бакчиев звонил убийце Рустаму Абдуллину. Рыспек Акматбаев утверждает, что Кулов виновен не только в смерти его брата, но и в других заказных убийствах, в том числе и в смерти известного спортсмена Радбека Санатбаева. А кто же он невинных людей обвиняет? Вот моих двух племянников обвиняет тоже. Как это? Откуда он? Человека не успели убить, он уже... Опять же, он играет в политические свои игры. Он вообще грязный политик. Это если разберется, я думаю, что он здесь облажался. Он не имеет причастности, потому что он и сам хочет, наверное, стать президентом НОКа, Кулов. Сам же Рыспек Акматбаев на пост президента НОК баллотироваться не намерен, но заверил, что будет участвовать в парламентских выборах по Балыкчинскому округу, который ранее Джугурку Кенеше представлял его погибший брат. По словам Рыспека, он без сомнения может выставлять свою кандидатуру. Уголовное дело в отношении его закрыто. Суд полностью оправдал Акматбаева. А две предыдущие судимости закрыты за давностью лет. Рыспек обещал завершить начатое братом дело и отомстить Кулову за его гибель. Скажите, из-за амбиций двух личностей, как вы думаете, не пострадает бы простой народ? Ну, вот если он мужчина, никто не пострадает, один на один выйдем, да, я морду набью и все. Я вам откровенно скажу, я это нигде не говорил, я вот сейчас скажу откровенно. Значит, люди от Феликса Кулова встречались со мной, как с представителем Санышпека и Рыспека Акматбаева. Зная популярность Акматбаевых в народе, его представители, представившиеся генералами, значит, сказали дословно следующее. Пусть Акматбаевы поддержат Кулова. Вот они на выборах голосовали за Бакиева. Ну вот сейчас вот ему требуется их поддержка. Это было первое условие. Они отказались. Второе условие было, Кулов сказал, чтобы в этом случае, если они отказываются поддерживать его, пусть они займут нейтральную позицию. И третье условие его было, если Санышбек Ахматбаев не откажется поддерживать Бакиева, то между нами будет война. Рыспек Акматбаев считает, что в том, что его называют авторитетом, ничего плохого нет. Чисто криминал ему был. Кто меня назвал криминальным авторитетом? Кулов и Текебаев, вот кто. Да они сами связаны с криминалом. Они заморочили людям голову, постоянно говорят, что скоро будет вторая революция. А Кулов, что бы ни случилось, говорит, что он знает, кто за этим стоит. Конечно, он знает. Он сам и стоит. И за последними убийствами, кстати, тоже. Рыспек Акматбаев заявил, что за событиями 17 июня тоже стоит Феликс Кулов, а попытки главы правительства бороться с организованной преступностью Акматбаев назвал простым пиаром. Он хочет сейчас себе новый имидж сделать, чтобы они знали, как борца, какой он борец, он интригант. Вот знаете его как интригант, и все. А вот сейчас идет информация, что по стране идет борьба с организованными преступными группировками, в том числе и с вашей стороны, и с сотрудниками СМБ и правоохранительных органов с другой стороны. Причем руководит операцией лично Феликс Кулов. Вы об этом слышали? Если да, то ваш комментарий по этому. Ну да, организованная преступность идет борьба. Кулов хочет вести борьбу. Он как может бороться с самим собой? Это он же стоит за этим. У вас есть доказательства? У меня есть доказательства. А когда вы их предоставите? Ну я же говорю по чуть-чуть. Наргиза Юлдашева, Дмитрий Горожанин, новости МТС.